Отточенные движения горца и плавные взмахи горянки. Сюжет танца прост. Девушка вышивает башлык возле ручья. Раньше теплый колпак защищал от холода, и такой подарок юноше показывал мастерство будущей невесты. И в дальнейшем служил своеобразным оберегом. Это парный танец башлаком. Его смело называют готовым. А вот второй номер Луаманхо нужно еще отрепетировать. Делится руководитель ансамбля. Это групповой танец. Его исполняет 20 человек, поэтому занимает больше времени. От парней требуется четкость движений и рук, от девушек – плавность. А в общем, нужна синхронность в номере. Это не просто танец, а соревнования между парнями и девушками на ловкость и силу. Проходит репетиция на отлично, солисты отрабатывают номера по несколько раз. Берут в ансамбль лишь действующих танцоров. Зарема Бекова в танцах вот уже 15 лет. Сегодня даже и не представляет себя в другой профессии. В наших танцах вообще лишних движений нет. Это войнарские, наши ингушские танцы. Мы показываем наш характер, нашу культуру, наши традиции. Страх на сцену, когда выходишь на сцену, всегда есть. Не то чтобы страх, волнение, всегда оно присутствует. Как будто выходишь первый раз. Но как только ты уже выходишь на сцену, видишь своего зрителя, все, уже чуть-чуть успокаиваешься и делаешь свое дело. А до выхода на сцену еще не скоро. В общем, номера длятся по 5 минут. И увидеть зрители их смогут лишь к юбилею образования Республики Ингушетия 4 июня. Сложные постановки, когда с нуля что-то ты делаешь, вот, им как-то необычно бывает, там сюжеты надо будет показывать, этюд какой-нибудь тоже. Донести хотим до зрителя, что это, что он себя представляет, чтобы каждый зритель понял смысл танца. Луаманхо – это название мы придумали в танце. Почему? Потому что там все движения очень старинного стиля. Времени мало. Сейчас танцоры еще готовятся представить свой репертуар и за пределами республики. В мае начнутся гастроли по 9 городам России. Хава Газикова, Адам Далаков, Новости 24.